Özbek, Türkmen, Uygur, Tatar, Azer bir boydur. Kara, Kalpak, Kırgız, Kazak bunlar bir soydur. Января в столице Объединенных Арабских Эмиратов состоялась церемония официального открытия недели устойчивого развития Абу-Даби. В мероприятии принял участие президент Азербайджанской республики Ильхам Алиев. Birçok meselelere tokundunuz ve keçid məntəqələrinin vacibliyini də qeyd etdiniz. 16 января в Баку прошло 10-е заседание руководителей таможенных служб Организации тюркских государств. На заседании с участием руководителей таможенных служб Азербайджана, Турции, Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана также присутствовали представители ООН, Международного союза автомобильного транспорта, таможенных служб Грузии и Венгрии. Выступивший на мероприятии председатель Государственного таможенного комитета Шахин Багиров заявил, что инициированные и осуществляемые Азербайджаном региональные и международные проекты вносят важный вклад в расширение и укрепление сотрудничества с Организацией тюркских государств. Стратегическое географическое положение Азербайджана превращает его в важный транзитный и логистический центр. Такие проекты, как Транскаспийский международный транспортный маршрут, Международный транспортный коридор Север-Юг, увеличивают транзитный потенциал Азербайджана и играют важную роль в углублении экономической интеграции стран ОТГ. Он также добавил, что принцип единого окна создаст условия для более эффективной и прозрачной организации торгового процесса вдоль среднего коридора. Также выступивший на мероприятии генеральный секретарь Организации тюркских государств Кубанычбек Омуралиев сказал, что на фоне глобальных вызовов трансграничная торговля сталкивается с такими проблемами, как увеличение транспортных расходов, значительные расстояния, тщательные проверки документов, а также задержки в таможенных и транзитных процедурах. В соответствии со стратегическим документом «Взгляд на тюркский мир 2040» ОТГ привержена упрощению таможенных и торговых процессов между странами-участницами и вдоль среднего коридора. За последние годы при поддержке государств-членов мы приложили усилия для укрепления таможенного сотрудничества в регионе ОТГ. На заседании также выступил генеральный секретарь Международного союза автомобильного транспорта Умберто де Претто. Он подчеркнул важность работы над созданием среднего коридора. По его словам, этот маршрут – самый короткий и дешевый путь из Китая в Европу, а оттуда к восточному побережью Америки. Поэтому значение среднего коридора для мировой торговли чрезвычайно велико, сказал Умберто де Претто. Отметим, что по итогам 10-го заседания руководителей таможенных служб Организации тюркских государств был подписан ряд документов. Азербайджан намерен внести изменения в правила временного пребывания для граждан России. В частности, речь идет о сроках пребывания в стране. Об этом заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде. Представитель ведомства напомнил, что Россия ранее сократила сроки пребывания для иностранных граждан. По его словам, в ближайшее время Азербайджан планирует внести коррективы в правила, регулирующие сроки временного нахождения российских граждан на территории республики, так как ужесточение требований российской стороной в первую очередь рассматривается в контексте прав граждан Азербайджана. Азербайджан, как и в любом вопросе внешней политики, будет исходить из принципов паритета и взаимности в вопросах временного пребывания и миграции, добавил Гаджизаде. 26 декабря МИД России сообщила, что срок временного пребывания иностранных граждан без визы на территории Российской Федерации с 1 января 2025 года не должен превышать 90 суток в течение года.
Очередная группа возвращающихся на свои родные земли граждан выехала в Джабраил из Городакского района Баку. На этот раз возвращается 39 семей. Это в общей сложности 165 человек. Таким образом, в настоящее время обеспечено проживание 326 семей или 1334 человек. Жители Джабраила выразили признательность президенту Ильхаму Алиеву и азербайджанской армии за возможность вернуться на земли предков. Мы все это время мечтали вернуться в наши родные края, к родным очагам. Когда мы покидали Джабраил, мне было 8 лет. Сегодня я возвращаюсь туда как мать пограничника. Я очень рада. Испытываю гордость и волнение. От имени своей семьи и всех жителей Джабраила мы благодарим главу государства за этот радостный день. Выражаю особую благодарность нашему президенту и вице-президенту. Да упокоит Всевышний души погибших героев, а ветеранам даст крепкого здоровья. Помню, как я покинул Джабраил, когда мне было 23 года. Благодаря нашей армии теперь мы возвращаемся в родные края с высоко поднятой головой. В результате победы в 2020 году доблестной азербайджанской армии под руководством верховного главнокомандующего Ильхама Алиева во Второй Карабахской войне для вынужденных переселенцев спустя 32 года создана возможность добровольно, безопасно и с достоинством вернуться в родные края. В новых зданиях, построенных в городе Джабраил по указанию главы государства, созданы все условия для жителей. Со слезами на глазах я покидала Джабраил. Тогда мне было 38 лет, а дети были еще совсем маленькие. Одному было 6 лет, а другому 13. Годы, прожитые в Джабраиле, были для меня самыми прекрасными в моей жизни. Не могу передать словами радость возвращения в Джабраил. Теперь я туда еду уже с внуками. В душе будто огонь, искры. Я объездила каждый уголок освобожденных от оккупации районов и деревень. В настоящее время в освобожденных от многолетней оккупации Карабахе и Восточном Зангезуре проживает около 30 тысяч человек. Среди них бывшие вынужденные переселенцы, вернувшиеся в родные края, сотрудники, занятые на восстановительно-строительных работах и персонал местных подразделений различных госучреждений. Все они вносят неоценимый вклад в развитие инфраструктуры здравоохранения, образования, культуры, туризма, промышленности и энергетики всего региона. Казахстан расположился на 58-м месте. Среди армий Центральной Азии Казахстан стал первым. Армия Казахстана поднялась в рейтинге на 5 пунктов в 2023 году. Она была 63-й. Рейтинг Global Firepower публикуется уже несколько лет. Его авторы ранжируют армии 145 стран, рассматривая их по более чем 50 параметрам, начиная с численности армии и других военизированных формирований, их финансирования и до географии самих государств. Рывок за год сразу на 5 позиций – это действительно отличный результат. Азербайджан занял 59-е место. Из соседней по Центральной Азии ближе всех к Казахстану в рейтинге в этом году расположился Узбекистан на 65-м месте. Остальные страны Центральной Азии разместились так: Туркменистан на 83-м, Кыргызстан на 100-м, Таджикистан на 107-м месте. Лучше всего, согласно рейтингу, в армии Казахстана дела обстоят с реактивными системами залпового огня. По ним страна на 17-м месте в мире. По самоходной артиллерии на 21-м месте и на 18-м месте в мире по количеству штурмовой авиации. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился в Астане с министром иностранных дел Кыргызстана Жээнбеком Кулубаевым. Касым-Жомарт Токаев акцентировал внимание на важности полноценной реализации ранее достигнутых на высшем уровне договоренностей, которые имеют стратегический характер и призваны существенно укрепить межгосударственные связи двух стран. В свою очередь, Жээнбек Кулубаев проинформировал об итогах прошедших переговоров между главами внешнеполитических ведомств двух стран и основных направлениях дальнейшей совместной работы по углублению двустороннего сотрудничества. В ходе встречи приоритетное внимание было уделено вопросам наращивания торгово-экономического взаимодействия, развитию транспортно-логистической инфраструктуры, стимулированию взаимных инвестиций и культурно-гуманитарных связей. Также состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече в кампусе Экспо призвал ускорить строительство атомных электростанций в стране. По строительству атомных станций надо ускоряться. Я уже сказал в интервью, будем строить 2 большие станции, возможно, и 3 станции. Мы должны превратить Казахстан в страну с развитой ядерной энергетикой. В страну, где функционирует искусственный интеллект, работает в полном объеме цифровизация. Глава государства потребовал от министров и акимов более решительных и смелых действий. Казахстан пытается как можно быстрее наверстать упущенное время, считает экономист Олжас Байдильдинов. Строительство атомных электростанций следовало бы начать еще в 2008 году, как это сделали в Беларуси, Турции и Объединенных Арабских Эмиратах. Весь мир в этом направлении движется, никаких рисков здесь нет, это довольно современные технологии. Ну а что касается тарифов и всего остального, я напомню, что все-таки срок атомной станции, срок службы от 60 лет и при правильном обслуживании, эксплуатации до 100 лет. То есть, по сути, это сравнивать, допустим, с теми же ВИА не совсем корректно вообще. Почему? Потому что срок службы солнечных панелей или ветровиков это 10-15 лет максимум. В Казахстане 6 октября 2024 года состоялся референдум о возможности строительства атомной электростанции. Его поддержали более 70% проголосовавших. Это непростой вопрос. Правительство должно заняться анализом, провести соответствующие переговоры. Но мое личное видение данного вопроса состоит в том, что в Казахстане должен работать международный консорциум, который будет состоять из мировых компаний, обладающих самыми передовыми технологиями. Ну а дальше, как говорится, жизнь покажет. По итогам исследований Министерства энергетики в качестве наиболее предпочтительного района строительства атомной электростанции выбрана территория Алматинской области, недалеко от озера Балхаш. Власти Казахстана рассматривают нескольких возможных поставщиков ядерных технологий. Речь идет о таких странах, как Китай, Южная Корея, Россия и Франция. За последние 7 лет, благодаря поддержке отечественных перевозчиков, количество грузового автотранспорта достигло 26 тысяч. Их доля в международных перевозках выросла с 35 до 60%. Однако текущая геополитическая обстановка в мире создает трудности в данной сфере. Сроки доставки грузов в западном направлении увеличились вдвое, а затраты выросли в 1,5 раза. Отдельные пункты пропуска на границах стран Европы закрыты. В других образовались долгие очереди. В связи с этим подчеркнута необходимость последовательного развития транспортно-логистической системы и диверсификации внешнеторговых направлений. В частности, необходимо принять меры по упрощению и облегчению транзитных грузоперевозок через страны, расположенные вдоль альтернативных маршрутов к международным и региональным рынкам, сокращение или отмены на взаимной основе сборов, взимаемых на границе. В Узбекистане основную часть экспедиторских услуг, которые связывают грузоотправителей и грузоперевозчиков, предоставляют зарубежные компании. В Узбекистане с целью поддержки отечественных экспедиторов отныне не будет взиматься налог на добавленную стоимость их услуг в сфере международных перевозок. В результате появится возможность увеличить долю местных компаний в этом секторе до 45-50%. В истории каждой страны и каждого народа есть, к сожалению, трагическая дата. В истории азербайджанского народа одной из таких трагических дат являются те, что произошли в ночь на 20 января 1990 года. 17 января Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности совместно с Союзом тюркских объединений организовал мероприятие, посвященное 35-й годовщине трагедии 20 января. Минутой молчания почтили память шахидов трагических событий Черного января. Прозвучал государственный гимн Азербайджана.
Широко обсуждалась тема «Роль Гейдара Алиева в донесении до мира событий 20 января». В проведенном в университете мероприятии приняли участие экс-госслужащие, члены правления Союза тюркских объединений, преподаватели и студенты вуза. Ректор университета Вазих Аскеров, открыв мероприятие, сказал, что трагедия 20 января является символом борьбы нашего народа за свободу, а шахиды – наши первые герои. Он подчеркнул, что, как говорил общенациональный лидер Гейдар Алиев, 20 января – страница кровью, написанная в истории Азербайджана. Но это не только трагедия, это история, первая вершина независимости Азербайджана, день возрождения национальной идеологии, стремление к свободе. Ректор отметил, что азербайджанский народ отмечает 20 января с грустью и с гордостью. Отмечает с гордостью, потому что 20 января сыграл важную роль в установлении нашей независимости. Затем выступил академик-председатель Союза тюркских объединений Судеев Иманвердиев. Он отметил, что мы должны помнить, благодаря кому мы сегодня живем в свободной демократической стране, благодаря кому сегодня Азербайджан по-настоящему суверенная страна, которая может защищать свои права своих граждан, вести самостоятельную зарубежную политику и указывать даже крупным странам на достоинство азербайджанского народа. Я человек старшего поколения, но очень важно, чтобы наша молодежь всегда помнила об этом. Сегодня мы все вместе с глубочайшей скорбью и уважением чтим светлую память о наших соотечественниках, отдавших свои жизни за территориальную целостность, свободу нашего народа и независимость нашего государства. Бывший государственный служащий, историк Гасан Гасанов, рассказал о своей работе с Гейдаром Алиевым и своей деятельности на благо будущего Азербайджана. Он довел до внимания участников мероприятия приезд Гейдара Алиева в Азербайджан, политическую оценку трагедии 20 января и дальнейшее укрепление независимости Азербайджана. Против проживающих на территории Армении азербайджанцев был осуществлен процесс этнической чистки, который был проведен в Нагорном Карабахе. Эти процессы были осуществлены именно после отстранения великого лидера Гейдара Алиева от советского руководства. На 20 января следует также смотреть с военной точки зрения. Был подготовлен план оккупации Баку как чужого города. Были использованы танки и другие силы, не хватало лишь артиллерии. Цель – массовое убийство на улицах людей. Этот процесс был осуществлен в условиях информационной блокады. После прихода великого лидера Гейдара Алиева в представительство Азербайджана в Москве и проведение там пресс-конференции в международных медиа появилась иная картина. Желанием советской власти было подорвать волю азербайджанского народа, но это ей не удалось. Именно благодаря готовности рисковать своей жизнью и свободой во имя счастья нашей Родины Гейдар Алиев и заслужил статус общенационального лидера азербайджанского народа. Всеми этими же качествами безусловного лидера обладает и Ильхам Алиев, который вписал свое имя в новейшую историю Азербайджана. Благодаря Верховному главнокомандующему президенту Азербайджанской республики Ильхаму Алиеву Азербайджан одержал блестящую победу в 44-дневной войне в 2020 году. И в 2023 году в результате молниеносной контртеррористической операции была поставлена окончательная точка карабахскому сепаратизму.
Светлая память нашим шахидам, светлая память всем погибшим. И большое спасибо тем, кто в ту ночь выстоял. Мы всегда будем помнить о них, потому что их жизни, их старания дали нам возможность сегодня ходить с гордо поднятой головой в независимом Азербайджане. Мероприятие продолжалось выступлениями. Федерация турецко-азербайджанских организаций проводит различные мероприятия в связи с важными азербайджанскими национальными праздниками. Об этом в интервью «Мост дружбы» рассказал председатель Федерации турецко-азербайджанских организаций Билал Дюндар. Рассказывая в интервью об истории азербайджанско-турецких связей, Билал Дюндар отметил, что наши братские страны и народы всегда были вместе, напомнив о том, что Турция была первой страной, признавшей независимость Азербайджана. Говоря о деятельности Федерации турецко-азербайджанских организаций, Билал Дюндар отметил, действующую в Коджаили организацию «Азербайджанский дом» мы создали в 2004 году, а в 2006 году создали Федерацию турецко-азербайджанских организаций. В настоящее время Федерация имеет свои организации в 16 областях Турции. Мы организовали женскую и молодежную структуру Федерации турецко-азербайджанских организаций, что еще более укрепило нашу деятельность. Наша федерация прилагает усилия для развития исторически дружественных и братских связей между Турцией и Азербайджаном. Подчеркнув значимость взаимных визитов на уровне глав государств и министров для усиления сотрудничества между нашими странами, а также проводимых мероприятий, председатель Федерации турецко-азербайджанских организаций сказал, что это сотрудничество уже расширило свою географию и подчеркнул деятельность наших диаспор в этом направлении, говоря о большом объеме азербайджанских инвестиций, вкладываемых в настоящее время в экономику Турции. Билал Дюндар отметил, что наблюдается стремительный рост сотрудничества во всех областях. Говоря о работе, проводимой по развитию братских связей, Билал Дюндар напомнил, что по инициативе организации «Азербайджанский дом» в Коджаили 31 декабря 2010 года был открыт парк культуры Гейдара Алиева. 29 октября 2011 года – парк Гейдара Алиева. 24 ноября прошлого года открылся Дом азербайджанской культуры, где действует библиотека имени лидера Азербайджана Гейдара Алиева и первый в мире музей геноцида тюркского народа. В интервью также рассказывается о том, что азербайджанским студентам, обучающимся в Коджаили, а также студентам из этой области, получающим образование в нашей стране, выдаются стипендии. С ними установлены тесные связи. Лечащимся посредством Федерации турецко-азербайджанских организаций в Коджаили больным оказывается материальная помощь. Дюндар подчеркнул, что и в Азербайджане деятельность Федерации турецко-азербайджанских организаций высоко оценена. Он отметил, в 2011 году президент Азербайджана Ильхам Алиев, оказав честь Федерации и мне, наградил меня орденом Шереф. Считаю своим долгом выразить президенту благодарность за эту награду. По мнению Билала Дюндара, решение Азербайджана об отмене виз для граждан Турции способствует расширению сотрудничества между двумя странами в торговой и социально-культурной сферах. По его словам, это решение вызвало удовлетворение у граждан обеих стран. Надеемся, что после либерализации визового режима будут приняты более масштабные решения. Дружественные и братские связи между Турцией и Азербайджаном не имеют аналогов в истории. Турецкий и азербайджанские народы поддерживали друг друга на всех исторических этапах и продолжат делать это и впредь, отметил глава Федерации. Азербайджан вложил большую часть инвестиций в экономику Турции. Эти инвестиции растут ускоренными темпами. Глава Федерации поблагодарил президентов и глав МИД двух стран, внесших вклад в решение визовых проблем. Biz geçmişimize sahip çıkmamız lazım. Geçmişte sahip çıkmayan kişi, kurum, uluslar geleceğine de sahip çıkamaz. Geçmişimizi çok iyi bilmemiz lazım. Geçmişini bilmeyen geleceğini de bilemez diye bir meclis sözü gerçek olduğuna inanıyorum.
Здравствуйте, уважаемые телезрители. Мы, как представители телеканала в Азербайджане, в Грузии, в Турции, находимся в данный момент в Баку. Уважаемые телезрители, мы представляем вашему вниманию новую песню, посвященную дружбе между двумя братскими республиками Кыргызстан и Азербайджан, где упоминаются самые достопримечательные места и замечательные личности двух государств. Эту песню о дружбе исполняет народная артистка Азербайджана и Узбекистана, очень известная во всем тюркском мире, Гюлянак Мамедова. Надо отметить, что она часто выступает перед руководством тюркоязычных стран и в разных организационных государственных мероприятиях. Кстати, это не первая песня, которую она исполняет о Кыргызстане и на кыргызском языке. Скоро другую версию на кыргызском языке в исполнении Гюлайнак Ханым вы увидите в видеоклипе на ваших телеэкранах. Также певица намерена специально приехать в Кыргызстан, чтобы сняться в тех местах, о которых упоминается в ее песнях. Напомним, что автором этой песни является известная журналистка в тюркоязычных странах, заслуженная деятель культуры Кыргызской республики, обладатель, лауреат премии Тюрксой и многочисленных медалей, почетных грамот разных стран, всем вам хорошо известная соавтор передачи «Мост дружбы» на телеканале «Пирамида» Хокума Ханым Халилова. Отметим, что она 42 года прожила в Кыргызстане и в честь кыргызского народа посвятила эту песню. Известная журналистка передает привет из солнечного Азербайджана Кыргызстану во главе с президентом Садыром Джапаровым и всему кыргызскому народу и выражает глубокую благодарность. Искренне и от всей души желает процветания всему Кыргызстану и кыргызскому народу. Cennet var Kırgızistan, Kutayında Türk ülkesi, can dostum var Azerbaycan. Türk toyludu, Türk ellidir, dili manasın dilidir. Aytma tovun diyarı, Kurmancan Datka elidir. Kan bağı var, sırdaşı var, bir soy var, esirler kadar boyu var, el adeti bir toy var. Ayrı
ходе 43-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО, проходящей в Баку, в список всемирного наследия организации включены Дворец шекинских ханов и исторический центр Шеки. Во время обсуждения по вопросу включения Шеки в список всемирного наследия ЮНЕСКО было оценено состояние Дворца шекинских ханов и исторических объектов города. В завершении обсуждения представленная номинация была принята. На 41-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО, прошедшей в 2017 году в польском Кракове, обсуждалась представленная Азербайджаном номинация «Исторический центр Шеки вместе с Дворцом шекинских ханов». В Баку на работе 43-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО участвовали около 2500 представителей более 100 стран, а также различных организаций. Для участия в сессии в Баку прибыли министр иностранных дел Боснии и Герцеговины, министр культуры и изящных искусств Камбоджи, министры культуры Саудовской Аравии, Узбекистана, Татарстана, Ирака, Болгарии, Пакистана, Канарских островов Испании, Мьянмы, министр образования и туризма Пенджабской провинции Пакистана, министр информации, культуры и туризма Лаоса, министр лесного хозяйства Камеруна, министр туризма и антиквариата Уганды, министр по делам диаспоры Северной Македонии и другие официальные лица. Seni, gözlerim aydın.